Якутская республиканская речевая школа-интернат справила долгожданное новоселье. Строительство школы-интерната завершилось менее чем за 2 года. С вводом нового здания количество учебных мест увеличилось до 120, а интерната до 100 мест. Общая площадь комплекса составила более 5000 квадратных метров. Ранее школа-интернат располагалась в старом здании. Строительство речевой школы, ее планы, да, по строительству, они вынашивались, так скажем, очень долго. Потому что не было средств, не было возможностей. И около 20 лет, да, мы все ждали нашу новую школу. В течение нескольких лет никакие жалобы родителей и коллектива школы-интерната министерством и ведомством Якутии действия не имели. Даже предписание прокуратуры не могло решить проблему. И только глава Якутии СН Николаев взял на себя обязательства по строительству школы-интерната. Старые, ветхие здания были все отдельные, расположены далеко друг от друга, с 60-х годов постройки, и реально стоял вопрос о невозможности уже дальнейшего обучения детей. Во время прямого эфира до меня дозвонились представители родительского комитета, проблему рассказали, но тогда я уже просто принял решение и поручил правительству с использованием всех механизмов, возможных, реализовать проект строительства школы в кратчайшие сроки. И потом, наконец, в 2019 году, благодаря решению нашего главы Арсения Сергеевича, вышел указ о том, чтобы начать строительство нашей школы по программе государственно-частного партнерства. И в срок до 22 года, до 31 декабря, он был реализован. Государственно-частное партнерство – это схема реализации инвестиционных проектов на взаимовыгодных условиях для бизнеса и государства. Государство получает функционирующий объект, экономя на финансировании его строительства или реконструкции, а инвесторы зарабатывают средства на эксплуатацию объекта. Государственно-частное партнерство может быть реализовано в различных формах на основе федеральных законов. Данный объект прошел по проекту государственно-частного партнерства. Это взаимодействие правительства, взаимодействие частного партнера, инвестора и частный партнер, который выбрал нас в качестве генерального проектировщика и генерального подрядчика. Частный партнер – это ООО «Альянс Альфа», компания, которая занимается социальными объектами, строительством социальных объектов. По первому этапу государственно-частного партнерства построены 20 детских садов. Здесь финансирующим банком выступил Алмаз-Аргенбанк. В продолжении данного направления вторым этапом была построена данная школа. Также финансирующим банком выступил Алмаз-Аргенбанк, правительственный банк. Все вопросы касаемо работы с публичным партнером, с правительством, взял на себя частный партнер. Из тех взаимоотношений частного партнера с публичным партнером, с правительством, когда грамотно прописывается задание на проектирование, где указывается количество помещений, оборудования, закладываются в бюджет возмещение затрат на содержание, отдельно закладывается ФОД сотрудников. То есть заранее это еще было заложено до начала подписания этого соглашения. Частный партнер эти условия принял и передал нам возможность построить данный объект. Нам было предоставлено нормальное, реальное, комфортные условия для проектирования и для строительства. В условиях частный партнер прописал, что мы, заключая договор генподряда, мы должны будем ее сделать под ключ. То есть вся последующая ответственность касаемо результатов проектирования, результатов строительства и обеспечения технологическим оборудованием, это столы, стулья, парты в интернатах, это подушки, матрасы, постельное белье. Здесь вплоть до посуды в столовой, это кухонное оборудование, там, огромные мясорубки промышленные практически, да, тестомесы. Это все входило в проектную документацию. Дизайн, раздел дизайн-проект, он был дополнительно доработан. Весной 2021 года мы забили символическую золотую сваю.
Далее уже в течение лета-осени мы забили полностью свайное поле, дали ему отстояться зимний период, так как у нас вечно мерзлые грунты, есть по технологии такое понимание, как нужно, чтобы свайное поле простояло один зимний сезон без применения специальных охлаждающих устройств сезонных. С марта 2022 года строительство было продолжено, и в декабре, 30 декабря мы объект завершили, полностью получили необходимую документацию. Городской администрации был подписан акт ввода в эксплуатацию данного объекта. У нас обучаются дети со всей республики, 192 на сегодня. Для них созданы все условия. Все условия, это я имею в виду, во-первых, конечно, по техническим решениям для детей с ОВЗ, все предусмотрены пандусы, вот эти все специальные оборудования. Для их учебно-воспитательной деятельности школа полностью оснащена оборудованием, которое мы получили благодаря национальному проекту образования. Да? И наружная вот архитектурная форма, тоже там все обустроено, плюс интернат на 100 мест, имеется автономная котельная, у нас есть своя скважина, и мы потребляем чистую воду для своих нужд. Раньше был старый интернат на 50 мест, одноэтажное, 64-го года постройки здания, а теперь у нас современное трехэтажное здание, которое, во-первых, отвечает всем требованиям пожарной безопасности, санитарной безопасности, да, и круглогодично у нас дети могут обучаться, и не вот выходя наружу, они сразу попадают в школу, спортзал, вахтовый зал, да. И это очень хорошая возможность. Через теплые галереи, которые у нас расположены на первом этаже. Также у нас создан медицинский блок. У нас работают 3 врача. Это у нас врач-педиатр, врач-невролог, врач-стоматолог начали свою работу. Здесь мы постарались создать такой объект, чтобы в течение образовательного процесса дети могли себя комфортно, в течение 9 месяцев комфортно себя чувствовать, проживать в интернате, и чтобы у них такой вот домашний вот комфорт был создан. Как обычно говорят, ожидание реальность, мы постарались здесь сделать, что ожидали, то получили. По Санпину, да, не более 12 детей в классе. И поэтому у нас обучается 22 класс-комплекта детей, 190 детей. 192, да? И мы приняли решение и создали такую модель, чтобы одновременно, например, никто не ущемлялся, так скажем, да? Можно вот в спортзале проводить спарринные уроки. У нас есть разделительные шторы. Да? В актовом зале можно тоже провести уроки музыки одновременно. И мы также дополнительно используем и будем использовать кабинеты, которые у нас расположены в интернате. Там у нас 8 таких кабинетов, тоже подготовленных для учебы. Педагогов у нас 71, из них 56 учителей. А всего работников в школе работает 84. Для детей с тяжелыми нарушениями речи разработана специально адаптированная основная общеобразовательная программа. Вариант называется 5,2. Он у нас пролонгированные сроки, то есть в начальной школе у нас обучается по 5 лет, и в основной школе тоже 5 лет. То есть у нас дети обучаются до 10 класса. По профориентации у нас очень успешно работает программа Abilimpics. Это всероссийская международная даже программа, которая именно ведет профориентационную работу для выпускников с 14 лет. Наши дети успешно участвуют на этих чемпионатах. Это, я так бы сказал, аналог WorldSkills. Вот недавно наша ученица победила в России, завоевала первое место. Вы видели по бисероплетению, у нас победительница всероссийского этапа имеется. И 4 участника всероссийского этапа. Дети, несмотря на все проблемы, они абсолютно такие талантливые, стремятся к лучшему. Многие тоже удивительные победители там, больших всероссийских конкурсов. И уверен, что появление таких современных условий, конечно же, даст возможность и школе еще более активнее развиваться, помогать нашим детям. Финансирование республиканской речевой школы-интерната в рамках государственно-частного партнерства составило 245 миллионов рублей государственный бюджет и средства частного партнера составило 473 миллиона рублей. Публичный партнер в моменте получает объект, не надо закладывать там, десятки объектов и как бы раздувать расходную часть бюджета. Это все равно, что как ипотека.
для физического лица, например, в банке. Ты получаешь квартиру сейчас, живешь в нем, платишь в течение 8, 10, 15 лет. Это для физического лица. Здесь же бюджет рассчитывается с частным партнером, с банком в течение 8 лет. Но в моменте получает объект, который по потребности необходим сейчас. В условиях ограниченности бюджетных ресурсов механизм государственно-частного партнерства позволяет быстро создавать новые объекты в различных сферах. Механизм государственно-частного партнерства позволяет привлекать средства инвесторов, не увеличивая государственный долг, но платить за это приходится разницей в процентах по привлекаемым средствам, что вполне оправдано с учетом растянутого времени периода возврата. Ждались 12 лет, ждали. И как вам сегодня школа? Очень, очень красивая, комфортная, благоустроенная. Ну, правда, на 120 мест, а у нас дети уже прибавились, около 200 нас. Ну, надеюсь, будем учиться. У правительства Якутии пока нет другого решения по строительству сразу нескольких социальных объектов, кроме программы государственного частного партнерства. Ведь жителям Якутии эти объекты, как говорится, нужны еще вчера. Конечно, возникают определенные сложности, как в любом жизненном процессе, но строительство не останавливается. Дал поручение правительству, что в кратчайшие сроки по всем коррекционным школам у нас процесс строительства новых зданий для них был проведен. Здесь надо сказать, что по городу Якутску, по муниципальным школам такая программа достаточно давно реализовывалась, и мы сегодня уже по городу Якутску ставим вопрос не о замене старых зданий новыми, да, а скорее там о ремонте капитальных каменных зданий или постройке дополнительных пристроев. Так? Но по республиканским коррекционным школам, конечно, проблема она более серьезная, и поэтому вот в этом году у нас речевая школа построена, уже введена. До конца года мы ожидаем, что все-таки в основном уже такое здание будет построено по 4-й школе коррекционной, а к концу следующего года, 2024 года, у нас на Сергеевском шоссе должен появиться уникальный комплекс образовательный для детей с ограниченными возможностями здоровья, который будет включать в себя и детский сад, и школу. Знаете, это такой, на наш взгляд, и взгляд экспертов, с которыми мы работаем, и наших партнеров здесь, это крупнейшая государственная корпорация ВПРФ, они считают, что этот комплекс будет в целом уникален даже для не только Дальнего Востока, но и для всей нашей страны. Я считаю, что дети, независимо от того, где они родились, где они сейчас живут, какие у них возможности здоровья, они должны все учиться в современных, хороших условиях. И мы в